Коми продолжается Кубок мира мастеров по лыжным гонкам. Накануне состоялись самые массовые старты. На лыжню вышли практически все участники соревнований. Очередной дневник Кубка мира представит Максим Васильев. Очередной день Международного Кубка мастеров по лыжным гонкам просто обязан принести в копилку российской сборной очередные медали самого разного отлива. И пусть даже сейчас лидерство нашей сборной не вызывает никаких сомнений, как говорит тренерский штаб, медалей никогда не бывает мало. Таблицы общего зачета, как скажем на Олимпиаде, у Кубка мира мастеров нет. И так понятно, кто здесь гегемон. Впрочем, на количество соперников иностранцы отвечают качество. Итальянцы, например, за 3 дня гонок уже наколотили 13 золотых медалей. И не в последнюю очередь за счет отличной подготовки лыж. Константин – тот самый сервисмен, кующий итальянцам доспехи. Прежде чем приступить к работе, он с раннего утра опробует трассу на своих тестовых лыжах. И сколько положить смазки, как правильно зачистить лыжи, знает еще задолго до старта своих подопечных. Тестовые лыжи, у меня несколько вариантов. Вот 8 вариантов я сделал, расхотелось, у меня вот такой вариант. То есть все опробуйте на себе, получается? Ну, конечно, да. Ну, я как профессиональный гонщик был, мастер профессиональный. Впрочем, готовит лыжи Константин не только лишь для итальянцев. Прямо во время разговора в его каморку со словами благодарности буквально вбегает российский спортсмен. Александр Николаев из Красноярска только что с дистанции. Буквально несколько минут назад он выиграл бронзу, 2-й день подряд. И главный, кого благодарит сибиряк, сервисмен Константин. Я приехал за 2 дня до соревнований, испробовал трассу, мази. Погода, конечно, подвела немножко. Ну как подвела? Природы, как говорится, нет плохой погоды. Ну все здорово, нашли чем намазаться. Здорово. 2-й и 3-й дни состязаний для спортсменов пролетели с быстротой молнии. Гонки коньковым ходом сменила классика, возрастных групп на трассе стало больше, наступило время индивидуальных дружеских противостояний. J'ai déjà gagné l'argent samedi. Je viens pour encore gagner des médailles. Он уже выиграл медаль. Le premier? Le deuxième, l'argent. Серебряную медаль выиграл, и он хочет еще. И у него есть здесь конкурент, это его друг. Это он не сказал этого, это я знаю. У него здесь есть конкурент, это его друг. И они вот все время соревнуются, но он его друг. И то есть то, что вот у него здесь есть такой друг-конкурент, это ему придает куража, и вот он любит это. Без куража и спортивной стойкости соревнований не случилось бы, говорит генеральный секретарь Всемирной ассоциации мастеров Дитер Хекман. Спорт вне политики, подчеркивает он. И те, кто не приехал в Сыктывкар с политической точки зрения, будут об этом жалеть всю жизнь. We have since 35 years Masters World Cups. Соревнования мастеров проводятся уже в течение 35 лет, и все спортсмены единогласно заявляют о том, что сама подготовка трасс, сам стадион и в целом организация была самая лучшая за все эти годы. Чемпионат пройдет, считает Дитер Хекман, его результаты останутся для статистиков, а вот дружба между спортсменами – вот это навсегда. Самая главная цель этих соревнований даже не спортивный интерес, даже не дух соперничества, а дружба между народами. То есть в течение вот уже последних 10 лет к соревнованию присоединяются представители все новых и новых стран. И Дитер встречает как новых друзей, с кем-то он знакомится, но более отрадно ему встречать старых друзей, да, с которыми он уже дружит в течение длительного времени. И Дитер сам постоянно ездит, катается по трассе, наблюдает за спортсменами, сопереживает им. Говорит, иногда даже приходилось ему плакать при виде каких-то драматических моментов. Сегодня у спортсменов день отдыха. Кто-то внимательно изучает музеи и выставки, пытаясь побольше узнать о Республике Коми, кто-то примерил на себя лямпы в Большой Луге. Но это уже совсем другая история. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, стадион имени Раисы Сметаниной.